Орусия Сахарова борборунда 200дөн ашык кыргыз жараны кармалып турат. Кыргызстандын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева Москва облусундагы Сахарова миграциялык борборунда кармалып турган кыргызстандык жарандардан кабар алды. Омбудсмен институтунан кабарлашкандай, ал айрым учурларды өз көзөмөлүнө аларын билдирди. Акыйкатчы бул борбордо убактылуу кармалып турган кыргыз жарандар менен жолугуп, аларды кармоо шарты менен таанышты. Жаманбаева барган маалда миграциялык мыйзамдарды бузууга шек саналып кармалган 209 кыргызстандык болгон. Алардын айрымдарынын ишин жагдайын акыйкатчы өз көзөмөлүнө алды деп жазылган маалыматта. Соңку күндөрү Орусияда мигранттарды текшерүү күчөдү. Өткөн аптанын аягында Хабаровск шаарында полициянын рейди учурунда качууга аракет кылган 20 жаштагы кыргыз жараны октон жаратылып, оор абалда ооруканада жатат. Өткөн айдын соңунда такси айдаган мигранттардын жапырт кармалышы боюнча видеолор социалдык тармактарга тарап, коомчулукта кызуу талкууланган. Расмий маалыматка ылайык, Орусияда ушул тушта 1 миллиондон ашык кыргызстандык жаран бар. Человек не оказался в базе, и он уже в депортации. В центре временного содержания иностранных граждан, подлежащих выдворению. Как раз таки чаяния мигрантов очень такие серьезные. На сегодняшний день, к сожалению, права мигрантов очень сильно нарушаются. В год проходит официально несколько рейдов, называется «Нелегал». В последнее время, со времен СВО, к этому рейду еще прибавляется рейд антитеррор. Это значит, что любого человека в любом месте можно будет проверить и прочее и так далее. Правила мигрантов нарушаются каким образом? Нарушается тем, что, допустим, человек, мы согласны, что если его выдворят, если он что-то сломал, где-то кого-то побил, либо украл и так далее, мы тоже против таких людей, пускай этих людей отправляют себе на родину, будь то граждане Кыргызстана или другой страны и так далее. Но Умдем клиникасы тиш орларын дарлоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологтар өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары метро Нахимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 минут гана жөө басасыз. Согласны, что если его выдворят, если он что-то сломал, где-то кого-то побил, либо украл и так далее, мы тоже против таких людей, пускай этих людей отправляют себе на родину, будь то граждане Кыргызстана или другой страны и так далее. Но есть люди, которые выдворяются неправомерно. То есть человек стал на миграционный учет, пошел хозяином в миграционный центр и стал. Сотрудник миграционного центра, в данном случае МФЦ, просто не завел в базу и так далее. То есть человек не оказался в базе, и он уже в депортации. В месяц Рамадан был такой момент, что вот это священный месяц Рамадан для всех мусульман, то есть ОМОН врывается в кафе, рестораны во время поста, открытия поста и так далее, всех лицом вниз и так далее забирает и выдворяет. То есть такие моменты тоже сталкиваемся ежедневно. В Сахарово мы ездили, неоднократно ездим, это Совсик Сахарова, центр временного содержания, условия как в тюрьме практически. И помимо этого, там мы встречали там женщины, беременные женщины, да, и так далее, находились, то есть их выдворяют, как будто они совершили преступную деятельность и так далее. На самом деле это просто административное правонарушение, его нету просто в базе регистрации. Едет таксист по дороге, соответственно, гражданин Кыргызстана пробивает в базе, регистрация не оказалась в базе, ну, тоже лишение свободы. И здесь хочется сказать, вот есть в России, допустим, есть трудовые мигранты, Кыргызстан, Казахстан, Белоруссия, Армения туда не входят. То есть нас называют не трудовыми мигрантами, нас называют трудящимися. В рамках Евразийского экономического союза хочется здесь иметь какие-то послабления. Вот в Кыргызстане даже русский язык считается официальным языком, нигде такого нету. То есть мы любим Россию, мы уважаем традиции России, мы всегда говорим говорим нашим гражданам, чтобы они не нарушали законы. Здесь еженедельно мы совместно с посольством выпускаем видеоролики, обращения, что они здесь находятся в гостях. Нужно уважать местную культуру, традиции, быт, язык и так далее. Работаем над тем, чтобы создать имидж государства России в хорошем степени. И говорим нашим, чтобы они создали имидж кыргызстанцев
чтобы местные жители относились к кыргызстанцам хорошо и благодаря вот нашему нахождению думали о Кыргызстане хорошо. Работа ведется вместе с посольством, с диаспорой и так далее. Но, тем не менее, имидж правоохранительных органов очень сильно в последнее время, все согласятся, я думаю, испортилась. Вот в полицию люди видят, убегают. Это не тот дядя Степа, который в мультиках мы смотрели, который всегда поможет. И так далее. Бывали такие моменты, что гражданина нашего, допустим, избивали, гражданина нашего, допустим, подставляли. Он шел в отделение полиции написать заявление, и туда его приняли, посмотрели, по базе нет регистрации, его выдворяют. Ну, это что за абсурд? То есть он жертва, а тут из жертвы становится преступником. Такие моменты тоже есть. Урматтуу мекендештер, Кыргыз диаспора кеңеши мамлекет тарабынан жана башка уюмдар тарабынан каржыланбайт. Ар бир жасап аткан иштерибиз өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн чыгарган каражат менен иш алып барабыз. Ошол себептен жакында Кыргыз диаспора кеңешинин жааматы менен машпара кылып бир фонд ачууну туура көрдүк. Ошол фондко салымымды кошом деген мекендештер 50 рубль болобу, 100 рубль болобу, андан ашык болобу баарына ыраазы болобуз. Номерди мен силерге айта кетейин: 2202 2062 1801 1323. Кубанычбек О деп чыгат. Жардамыңыздарга ыраазы болобуз. Силерге ийгилик, аман эсен болуңуздар. В конце 2021 года Роспотребнадзор ввел такой метод свидетельствования. В метод свидетельствования должны пройти каждый трудовой мигрант, в том числе трудящийся в странах Евразийского экономического союза. Ну ладно, мы все пойдем и сдадим дактилоскопию, метод свидетельствования, проблем нет. Но дети от 6 лет, то есть дети тоже должны сдавать отпечатки пальцев и так далее. Представьте себе, моей дочери сейчас 7 лет. Вот. Она вот эти отпечатки пальцев в отделении полиции, как сдают, видела только в фильмах, вот в коробках, да, где идут и ловят преступников, и они сдают отпечатки пальцев. Я ее отвез, она говорит: ну, пап, ну что, что-то совершили, вот это психология действует. Здесь просьба вот это от 6 лет перенести хотя бы до 16 лет, чтобы дети не сдавали дактилоскопию, метод свидетельствования. Вот. Хочется, чтобы выдворять, вот, допустим, человек, если что-то нарушил, его сразу не выдворяли, ну, административного правонарушения, чтобы предупреждали. А здесь, получается, в субсидиях Сахарова содержание одного гражданина государства Российской Федерации обходится 48 тысяч рублей. Это средняя статистика и так далее. Она может и больше. Субсидия Сахарова имеет право граждан задерживать на территории центра до 2 года и 1 месяца. То есть бывали люди, которые 2 года находятся за счет того, что у них штрафы, некому им оплатить штраф, и они до того, как не оплатить штраф, не могут вылететь или депортировать в страну. Вот. И вопросов на самом деле много, я думаю, еще коллеги еще дополнят где-то. Спасибо большое. Акыйкатчы болуп дайындалган күндөн тартып чет өлкөлүк иш сапарымдын биринчисин ушул жактагы жарандардын укуктарынын сакталышы үчүн биздин артыкчылыктуу багыттарыбыздын бири деп белгилейм. Россия Федерациясынын адам укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү урматтуу Татьяна Николаевна Москалькова өзү жана өзүнүн командасы менен биздин жыйында катышууда. Ошондуктан мындан аркы сөзүмдү расмий тилинде улантууга уруксат бериңиздер. Уважаемая Татьяна Николаевна и вся команда уполномоченного по правам человека Российской Федерации, уважаемый посол, госпожа Гульнара Клара Смит, уважаемые лидеры и представители диаспор, дорогие соотечественники. Хочу поприветствовать вас всех от имени Института омбудсмена Кыргызской Республики, поблагодарить за то, что вы нашли время и смогли сегодня прийти на нашу встречу для обсуждения всех насущных проблем. Как я уже на родном языке сказала, для меня визит за пределы Кыргызской Республики в качестве омбудсмена Кыргызской Республики является первым. Это обусловлено рядом причин. Во-первых, конечно же, бесспорно то, что Кыргызстан и Российская Федерация являются стратегическими партнерами на государственном уровне. Более того, хочу сказать, что взаимодействие наших институтов по правам человека также приобретает уровень стратегического сотрудничества, безусловно, благодаря Татьяне Николаевне, которая пригласила меня в Российскую Федерацию. Наряду с этим, как всем нам известно, в Российской Федерации проживает и трудится очень много наших соотечественников, у которых есть определенные права. И для меня содействие в обеспечении прав наших граждан России является одним из приоритетных направлений моей деятельности.
Уважаемая Татьяна Николаевна, хочу еще раз выразить вам огромную благодарность вам и вашему аппарату за то, что вы лично со своей командой сегодня, проявляя заботу в отношении наших граждан, участвуете в приеме граждан нашей страны и готовы оказать консультативную и иную помощь. А также спасибо уважаемой госпоже посол и ее команде за организацию данного мероприятия. Как известно, диаспора играет огромную роль в выявлении и оказании помощи в решении проблем, связанных с нарушениями прав человека. Именно благодаря вашему активному содействию с нашими соотечественниками в Российской Федерации и оперативному донесению при возникновении вопросов наших граждан, проживающих в Российской Федерации, до нас, до органов власти Российской Федерации, до посольства, удается решить отдельные проблемы, защитить права человека. Да, проблемы возникают, они остаются, но и мы все сообща стараемся решить их в правовом русле, а порой на уровне добрососедских, дружеских отношений, как и то, что мы сегодня смогли здесь собраться и открыто об этом поговорить. Хочу отметить, что нас уже проинформировали об основных проблемах, с которыми сталкиваются наши граждане на территории Российской Федерации. Это такие, как миграционный учет не по месту жительства, вопрос о возможностях оформления полисов ОМС членам семей, амнистия попавших в черный список, трудности при зачислении в школы детей, трудящихся граждан Кыргызской Республики в России, трудовые права, в отдельных случаях грубые отношения и так далее. Безусловно, мы понимаем, что решение вышеуказанных проблем требует времени, а также активного содействия других государственных органов Российской Федерации. И мы с нашей стороны будем прикладывать максимальные усилия в продвижении вопросов прав человека. Хочу отметить, что первые шаги уже есть, что мы совместно с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации уже начали прорабатывать алгоритмы решения данных проблем. К примеру, разработан проект протокола совместного взаимодействия уполномоченного по правам человека Российской Федерации с нашим институтом. В этом протоколе мы отразили наши планы по сотрудничеству до конца 2024 года. Исполнение данного документа, я уверена, положительно отразится на соблюдении прав человека в наших странах. Сегодня для всех нас представилась возможность, уникальная возможность, я бы сказала, озвучить те проблемы, которые у нас имеются. По отдельным вопросам, возможно, будут приняты меры. Представилась возможность проконсультироваться. Я хочу отметить, что эта встреча не последняя. В последующем мы планируем организовывать совместные приемы наших граждан по конкретным кейсам. Я выражаю большую надежду, что те большие проблемы, те больные проблемы и вопросы, которые наши граждане будут задавать здесь, будут услышаны с оказанием оперативного содействия в их решении. Спасибо большое за внимание. Слово я передаю уполномоченному по правам человека Российской Федерации. Уважаемая госпожа посол, уважаемая госпожа омбудсмен, уважаемые граждане Киргизии, которые пришли на встречу к нам, Республики Кыргызстан, разрешите первоначально представить нашу команду, которая пришла на встречу, с тем, чтобы вы представляли их лично и в целом, чем мы занимаемся. На встрече присутствует, я сначала начну не с аппарата, а со своего коллеги. В каждом субъекте Российской Федерации есть законно избранный на основании закона субъекта Российской Федерации уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации. Сегодня здесь присутствует мой коллега из Ярославля Сергей Александрович Бабулкин. Также на встречу пришли руководители рабочего аппарата уполномоченного Илья Валентинович Чечерницкий, начальник управления защиты прав человека в административном процессе и в местах принудительного содержания, заместитель руководителя аппарата Наталья Борисовна Зелюдь. Ее управление занимается защитой тех граждан, которые оказались в местах лишения свободы, в СИЗО или в колонии, или те, кто по суду выдворяется или содержится в центре временного содержания иностранных граждан, подлежащих выдворению. Это все епархия Натальи Борисовны Слюсарь. Yeah.